У президента Абхазии сегодня уважаемые гости, представители Совета старейшин из Адыгеи, Северной Осетии, Дагестана, Кыргызстана. На Кавказе Совет старейшин издревле играл ключевую роль в разрешении сложнейших вопросов. Мудрые старшие выносили справедливые решения, улаживая конфликты между гражданами, родами и этническими группами, не склоняясь ни к одной из сторон. Их решения служили оплотом мира и согласия в обществе. Приветствуя гостей, Бадра Гунба подчеркнул, что Институт Совета старейшин является ключевым инструментом для сохранения стабильности в обществе, особенно в современных сложных условиях. А уважение к старшим – это одна из главных исторических ценностей абхазского народа. Дорогие друзья, уважаемые гости, я еще раз хотел бы поприветствовать вас, поблагодарить вас за ту возможность, которую вы нам создали, проведение форума «Абхазский человеческий кодекс АПСОРа» в системе гуманизации современного мироустройства. Это действительно очень важная тематика в современных условиях жизнедеятельности наших народов, наших государств. Мы, конечно же, исходим из своих исторических ценностей, ценностей, во главе которых находится уважение к старшим. Именно Институт Совета старейшин всегда на Кавказе играли ключевую роль для сохранения идентичности, сохранения в тех или иных непростых условиях. В этом смысле для нас очень важно сохранить Институт Совета старейшин как основной инструмент созидания, стабильности в обществе. Вы совершенно правильно и справедливо отметили, что именно эти ценности нам позволяют в современных, тяжелых, непростых условиях сохраниться и выстраивать свои отношения, в том числе между народами. Мы придаем значение тому событию, которое прошел буквально у нас на днях, этому форуму. Обязательно ознакомимся с выводами форума. Для нас очень важно, что Всемирный конгресс старейшин принял решение, включить в состав своих абхазских коллег. Это совершенно новый уровень взаимоотношений, это новый этап взаимоотношений, который мы обязательно будем поддерживать. Я рад тому, что в рамках этого форума в Абхазии побывали представители как народов России, так и представители стран, которые для нас являются близкими, представители стран, в какое-то время мы жили вместе в одной стране. Также присоединились представители стран Европы. Это тоже уникальное, можно, событие. Мы должны сохранять эту теплоту взаимоотношений, взаимодействовать более плотно на сохранение мира, стабильности, национальной и религиозной терпимости. Вы правильно отметили, что Абхазия всегда отличалась именно этими качествами. Народы, проживающие на территории Абхазии, всегда жили в мире, в созидании, в благополучии, и мы этим, конечно же, дорожим. Предложения, которые прозвучали, мы их приняли. Слова благодарности за организацию излишни, потому как мы, уже более молодое поколение, должны чтить и уважать свои традиции. А когда говорим мы про традиции, в первую очередь это уважение к старшему. И в этом смысле мы понимаем свою роль и при этом понимаем свою ответственность. Еще раз позвольте вас поприветствовать, поблагодарить за ту возможность, которую вы предоставили нам, с радушием встретить вас, и благодарность за решение, которое вы приняли о включении в Всемирный конгресс старейшин. Спасибо вам огромное.
Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Дума, старейшины из Адыгеи, Северной Осетии, Дагестана, Кыргызстана поблагодарили Бадру Гунба за поддержку, которую он оказывал в организации масштабного мероприятия, выразили признательность за гостеприимство и отметили значимость того, что такой важный форум был проведен в Абхазии, где особо почитают старших и бережно хранят традиции и духовное наследие. Мои друзья сказали от имени нашего форума и в дальнейшем Бадру Зурабовичу рядом будем стоять, и все во всех отношениях они так говорят, и я им огромное спасибо сказал за это. Несомненно, я хотел предложить, что надо движение форумов продвигать. И Абхазия – это прекрасное место для проведения форумов. Это уникальный регион с прекрасной культурой, с прекрасными традициями и удивительной природой. Мне бы хотелось сегодня, так сказать, в составе той, организации старейшин, чтобы оно приобрело именно тот статус, на который рассчитывает. Потому что на Кавказе старейшины – это особый статус людей, кого уважают все. И поскольку здесь эта организация формируется, я предложил, поскольку это Абхазия, то оно должно иметь свое место. А раз место, то место без здания не бывает. Вы нас удивили, так тепло нас приняли, что это все заслуга руководителя. Независимо от того, на каком языке мы разговариваем, мы при одном взгляде, с полуслова, мы друг друга воспринимаем как своих. Фазиль Искандер, Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов. Это же три величины, глыбы мирового масштаба. Это уже достаточно степень нашей сплоченности, степень нашего единения. И я бы хотел завершить. Наша сила только в единстве, в братстве. Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, мы должны придерживаться рука об руку, плечо об плечо и развиваться. Вице-президент Беслан Бигвава подчеркнул важность сохранения национальных традиций и обычаев, а также единства как ключевого фактора, способствующего сохранению идентичности народа. Аполлон Несторович, вам большое спасибо за то, что вы были одним из инициаторов организации этого форума. Здесь, как президент правильно отметил, этот институт необходим для того, чтобы сохранить наши традиции, наши обычаи, воспитание молодежи. Вам всем большое спасибо. И здесь было правильно отмечено, что в единстве наша сила. Форум Совета старейшин коренных народов Евразии проходил в Сухуме с 18 по 20 августа. Участники обсудили абхазский национальный канон Апсора в системе гуманизации современного миропорядка. Ирина Аршба, Абхазское телевидение.